Как вы, наверное, уже слышали, сейчас буквально недавно тоже была такая информация, что, мол, суд подтверждает, вот как тут слова из этого суда, в общем, э, пишут: «Я могу подтвердить, что мы получили информацию о том, что свидетель жив». То есть у них там дело шло в суде. То есть и они тоже в Германии подтверждают, что Тумсо, наш брат, он жив. Многие, наверное, читали этот текст, и я просто хочу некоторые моменты там озвучить. В общем, они пишут: ожидается, что блогер даст показания в суде по делу о запланированном убийстве его младшего брата. То есть там готовилось покушение, неудачно было на его брата. Тут еще пишут: что касается информации от немецких властей, то у нас нет возможности ее комментировать. Поэтому единственное, что я могу сказать, это то, что мы осведомлены об информации, которая распространилась в СМИ. Но в остальном нам нечего сказать, говорит пресс-секретарь САПО Адам Самара. В общем, и они тоже подтверждают, что Тумсо жив. Это самое главное на данный момент. А дальше уже будем ждать новостей о деталях, что именно произошло. Я просто сейчас свой анализ не могу говорить. Конечно же, я тоже там думаю, что это не в Швеции произошло, это произошло в другой стране, примерно такое. И я в эти дни связывался со своими контактами в скандинавских странах, тоже пытался узнать. Они тоже вот, деталей не знали никаких. И поэтому я тоже решил, что это все-таки произошло. Если что-то произошло, то произошло в другой стране. В общем, такая новость, коротко и ясно, по нашей информации, как уже говорят источники из суда. Вот, они тоже подтверждают, что Тумсо, наш брат, жив. Алхамдулилlah. И второе. Мы сейчас видим, кто был рад, кто был бы рад тому, что если бы Тумсо погиб или умер. И мы видели эти лица, их высказывания, их радость. Вот. Вы сейчас видите, кто был бы рад убийству меня или там Тумсо, или публичных там, активистов, вот, личности. Все в руках Всевышнего, мы готовы ко всему, понимаем риск, и этот риск или опасность нас больше заводит даже. Вот, заводит. Мэтбой, ты нас шокировал, ты нас обрадовал. Ну да, действительно, как-то шокировал. Но я сам был в шоке, понимаете? Ну, шок мой можно объяснить тем, что я его считаю своим братом. Вот. И поэтому, конечно же, так же, как и вы, беспокоюсь за него, за других наших братьев. Вот. И это было переживание. Сейчас, да, спокойно, деталей, конкретных деталей не знаю, но только чуть-чуть, но я просто не хочу об этом сейчас говорить. Не это сейчас главное. Главное, что наш брат жив. Я скажу, вот, примерно последнее интервью Закаева. Ну, было видно, что он говорил, к примеру, очень некрасивые слова по отношению к такой личности, как Тумсо. Тумсо действительно провел огромную работу. Такую работу не проводил из них никто. Вот, информационную работу. Он помог многим молодым людям открыть глаза, а также открыл глаза и другим людям, не чеченцам. То есть ни Закаеву, ни другим такое сделать не удавалось за все это время, за 20 лет. И Закаев говорит, что он работал где-то в каких-то структурах, там про какого-то Шмакова говорят и так далее. От кого мы про Шмакова слышим? От Кадырова. Вот. Именно они вот запустили эту тему. И я скажу одно. Тут много братьев, которые приехали из Ичкерии, оккупированной Ичкерии, приехали, к примеру, в Европу, очень хороших, надежных наших братьев, которые действительно когда-то работали в той системе, кадыровской системе.
они могут понять в любой момент, что были неправы, и, алхамдулилlah, они отошли и встали на правильный путь. И я не хочу никого из них винить, к примеру. Я побоюсь винить кого-либо из них. Много людей, которые там в той системе работали или работают, я могу с точностью сказать, что они работают ради того, чтобы заработать себе на хлеб, кормить свою семью, а не из-за того, что там служить Кадырову. Да, это нехорошо, но, к примеру, я вот вижу вот так. Я не хочу никого винить. Да, я виню тех, которые предавали, которые продавали, которые истязались, истязали народ наш, пытали, убивали, мучили, оскорбляли. Вот кого я виню в первую очередь, а не простой народ. Вот. И Тумсо, как и другие тоже, это часть нашего народа. И алхамдулилlah, что наш брат, ему удалось избежать смерти, что он приехал оттуда, что он смог приехать в Европу, что он получил документы. И алхамдулилlah, что он сегодня жив и что он продолжит работу назло этим врагам. Инс цунхум олш беше шейюах гейта цабаш бол шейце яққа цабаш бол нахбо. Тумсон люш беше қичан люш беше чух ишна ишхум шиазваш. Нихум язда атмадуй тахшаша дахитна цусана болба бахр болша бац. Бишт болба خير مدوي تسيرناش حيزوربو وليرنك حيزورو يويرو يلازورو أغان أهدو تاريسكا يوتشا إكمن تاريش يازي